в 91 бан за киловатт-час. Ну, получается, вырос он на 1 лей 14 банов. Для потребителей северных районов его повысили на 79 банов, до 5 леев 60 банов. И это впервые, когда электроэнергия в центре и на юге страны стоит дороже, чем на севере. Всегда было наоборот. Наоборот, да. Вскоре после решения НАРЭ министр инфраструктуры Андрей Спына объяснил, какими будут компенсации. Отмечу, электроэнергию компенсируют только тем, кто попадает в категорию очень высокой и высокой уязвимости. Как отметил министр, это больше 70% семей в стране. Так вот, если тариф, как сейчас, составляет от 5 до 6 леев, потребители с очень высокой уязвимостью будут платить по 3 лея 80 банов за киловатт-час. Те, кто попал в категорию высокой уязвимости, по 4 лея 20 банов. И вот тут уточнение. Компенсировать будут максимум 75 киловатт-часов, если выше по полной стоимости. Ничего считать сами потребители не будут, им это не придется делать. Компенсации будут отражены уже сразу в фактурах. Получается, что второй месяц второе повышение за месяц, да, тарифа мы наблюдаем. Нагрузка на потребителя, конечно, ложится неимоверная, но как мне кажется, да, нужно готовиться морально к тому, что повышение это вовсе даже и не последнее. Все может быть. Ты знаешь, очень важно понимать, что происходит. Потому что вот я замечаю даже по социальным сетям, у людей ощущение, что вот сидит кто-то в каком-то кабинете власти и думает, что бы плохое сделать? Повышу тарифы. То есть, надо понимать, от чего повышаются тарифы. Первое. Мы не можем покупать электроэнергию у Украины, потому что мы все знаем, что там происходит. У них сейчас их не хватает даже для себя. Они просто нам не продадут, даже если мы очень будем хотеть этого. Это невозможно. Второе. Мы еще дойдем, когда будем говорить про переговоры с так называемым представителем Приднестровья. Но тоже одна из причин в том, что нам и они не продают электроэнергию, несмотря на то, что, в общем-то, наши готовы ее покупать, и там цена как бы нас устраивает, но приднестровские власти отказываются продавать, и об этом мы поговорим чуть позже. И вот, понимая эти вещи, мы тогда понимаем, что происходит, что это не какие-то заговор внутри Молдовы, что давайте удушим наших людей. Это вот так вот плохо сложилась ситуация в нашем регионе. Андрей, давай мы не будем забывать о компенсациях. Вот те, кто регистрировался на сайте компенсации ГАФ-МД, свой статус уже знают. И если человек попал в категорию очень высокой или высокой уязвимости, то государство заплатит за потребленную электроэнергию большую часть. Практически основную часть возьмет на себя. Да? И еще, это важно отметить, если человек не согласен с категорией, в которую он попал, он может это оспорить. Достаточно подать заявление в Министерство труда и социальной защиты. Я на сайте компенсации ГАФ-МД регистрировалась, свой статус я тоже знаю. Понятно, что информация конфиденциальна, оглашать ее не буду, но... Знаешь, в моем окружении, мои знакомые, друзья, родственники, могу тебе сказать, что очень многие предпочли этого не делать. Причины разные, но тем не менее. А ты регистрировался? Я тоже не зарегистрировался. У меня причина в том, что у меня есть официальный доход. Это фирма наша семейная, которая уже 20 лет работает. И этот доход, я так понимаю, что мне если и дадут компенсацию, то это будет какая-то минимальная. Поэтому, и тем более, что я так понимаю, господин Спына, по-моему, говорил о том, что минимальная компенсация будет автоматически даваться некоторым категориям. Мы это посмотрим. Тоже, опять-таки, знаешь, то, что говорят. Мне кажется, что они проделали какую-то совершенно невообразимую работу. Да, там именно вот с точки зрения подсчетов, там, конечно, сумасшедшая работа. Но я тебе скажу, что действительно вот из моих друзей тоже, кто в моем окружении, тоже очень мало кто подал. И здесь есть и недоверие, что кто будет компенсировать. Хотя странно, в прошлом году нам хорошо компенсировали. Я помню, как за газ приходили эти счета, и почти в 2 раза нам снижали за счет компенсации от государства. Поэтому есть недоверие, особенно среди молодежи. Но, например, моя теща, мама моей жены, она зарегистрировалась, она получила самую уязвимую категорию, то есть она будет получать... То есть она вошла в эти 70%? Да, то есть и вот как раз пенсионеры, они эти вещи не упускают. Но здесь, знаешь, какой есть один момент, который мне не нравится, в том, что очень много этой помощи идет именно через интернет. То есть вот у нас же пенсионеры, да, есть вариант позвонить соцработнику, есть вариант, куда прийти, сказать, но опять-таки... поэтому и продлили. Вот это было необходимо, потому что на самом деле в селах люди просто, они часто дезориентированы, они не понимают, какой сайт, что такое сайт. Вот реально многие, да, сейчас уже и бабушки продвинутые, то есть та же моя теща
пользуются интернетом, пользуются социальными сетями, созваниваются с нами по социальным сетям. Но, во-первых, и так не все. Во-вторых, все-таки, знаешь, пенсионеру разобраться во всех этих вот графиках, справках, куда чего занести. Я вижу, молодежь не всегда понимает. Поэтому тут, конечно, надо провести еще работу серьезную, чтобы не получилось так, что все-таки вот самые уязвимые категории, они из-за того, что они не пользуются интернетом, из-за того, что часто в селе может не быть постоянного соцработника, то есть они окажутся обделены. Вот это очень важный момент, который я считаю, что если кто-то из властей нас слышит, они должны об этом подумать очень серьезно, потому что такое время, что надо заботиться о людях, иначе проблема. Андрей, уже подумали, и я так понимаю, что регулировать это все будут. И давай еще раз напомню, что те, кто не успел до 25 ноября заполнить заявки на этом сайте, могут обратиться за помощью тем, кто разбирается в интернете более продвинутый. Правда, компенсация в этом случае они получат уже в следующем месяце, но тем не менее. Еще несколько цифр, которые я бы хотела отметить. Вот смотри, 700 тысяч семей зарегистрировались на том самом сайте. Это больше половины жителей страны. И почти 80% из тех, кто подал заявку, получат максимальную компенсацию. Уже из 700 тысяч это вообще почти все население страны, потому что семья – это 2-3 человека. Вот умножьте 700 тысяч на 2 или на 3, это выйдет там уже 2,5 миллиона, там 2 миллиона. То есть это практически… Это если на 2. Если 700 на 2 получается 1,5. Но если брать, что семьи с детьми, то… Министр труда объявил, что около 1,5 миллиона. Значит, они считали как семьи просто муж с женой, поэтому так. Но, тем не менее, то есть, даже если брать 1,5, у нас, когда говорят, что у нас 3 миллиона, это такая, знаешь, спорная цифра, потому что многие говорят, что не дотягиваем мы до 3 миллионов, поэтому, получается, уже больше половины они реально зарегистрировались. хорошо, дай бог, потому что, конечно, такие цены, они просто непосильные для многих людей, и тут без помощи от государства очень тяжело будет. Ты уже упомянул встречу, которая прошла в конце рабочей недели. Встреча в формате 1+1 политических представителей Кишинева и Тирасполя. Олег Серебрян встречался с Виталием Игнатьевым в Кишиневе в миссию ОБСЕ. На встрече присутствовали в том числе и руководство Молдэлектрики, Молдовагаз, НАРЭ и Министерство инфраструктуры. Безусловно, обсуждали энергетический кризис. Я думаю, что никто особых надежд не питал, что к чему-то придут, к какому-то общему знаменателю. Так и вышло. Но вот и вице-премьер по реинтеграции отметил, что ожидания у Кишинева, как он говорит, сдержаны. При этом Кишинев предложил 5 сценариев с разными ценами и объемами. Это по самому важному вопросу, который обсуждался с энергетикой. Знаешь, я вот перед тем, чтобы мы разобрали, что они там обсуждали, за несколько дней, по-моему, это в начале недели произошло, или даже в конце прошлой недели, но это не важно, произошло событие, которое, оно, может быть, немножко меняет парадигму этих переговоров. Я имею в виду, что тот же Игнатьев пытался улететь в Москву, и его не то, что не пустили, он просто не успел пройти регистрацию. Он проходил абсолютно обычную стандартную процедуру. Да, потому что, он приехал как вип-персона, но он не предупредил аэропорт и не предупредил кишиневские власти, и поэтому никто не знал, его пустили в обычную очередь, и он просто тупо не успел. Но почему я говорю, что это важный момент? Дело в том, что через такие моменты к так называемым властям Приднестровья приходит понимание, что они очень сильно зависят от Кишинева. Да, они играют… Ты думаешь, что приходит это понимание? Я думаю, что да, потому что, знаешь, вот они играют в игру, что мы независимое государство, мы такие гордые, мы такие… Но потом, пожалуйста, с лекарствами нам решите вопрос, Кишинев. А давайте вот с газом что-то. А давайте вот с номерами на машину. То есть, подождите, вы такое гордое независимое государство, и вы по каждому вопросу бегаете в Кишинев. То есть вот когда они начинают это понимать, тогда к ним приходит понимание, что надо на переговорах не вести себя, как вот они… Помнишь, как они год назад, как они дерзко так, что да кто эти в Кишиневе, да что они там такое. Я смотрел их пресс-конференции, там, когда они возвращались в Тирасполь, там градус вот именно такой вот наглости, он просто зашкаливал. Сейчас я смотрю на переговорах, что уже представитель Тирасполя говорит, мы надеемся на какой-то конструктив, на позитив, надеемся, что до конца года мы еще встретимся. Это очень важный момент. Теперь по поводу того, что ты сказал, вот эти 5 сценариев, это самый главный вопрос. Так давай постарайся коротко, потому что мы попытаемся вместить все. Во всем. Окей, два слова по этим сценариям. Во-первых, надо понимать, что происходит, что мы не покупаем у них электроэнергию, потому что им не хватает для ее производства газа. Но не хватает им газа не потому, что злые мы не хотим им давать газ, а потому что нам Россия, вопреки контракту, сократила почти в 2 раза объем газа, который поставляют на всю Молдову. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем. Потому что у нас нет газа. И мы говорим, а мы не можем. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем. И Тирасполь нам говорит, отдайте нам 2/3. И мы говорим, а мы не можем.
Кишинев говорит: ребята, извините, у вас там 200 тысяч человек, почему вам надо отдавать 2/3 газа? Мы тут сами замерзнем. Поэтому мы не даем им газа из сокращенного объема России, они не могут нам поставлять электроэнергию. И мы не можем им отдать газ, потому что да, мы будем замерзать. Вот это очень важно понимать ситуацию. Потому что я своими глазами видел, как коммунисты на одном своем митинге говорили, это было на улице, о том, что Кишинев намеренно не покупает электроэнергию Тирасполя, просто вот назло, не знаю, назло кому. То есть это дезинформация. На самом деле мы не покупаем, потому что они ее не могут произвести из-за нехватки газа, который недопоставляется из России. Еще момент по поводу лекарств я хочу объяснить, вот, что об этом тоже много говорит, что вот злой Кишинев лишает Тирасполь лекарств. Ситуация такова. Они хотят завозить к себе лекарства, которые не зарегистрированы в Молдове. То есть они не прошли сертификацию. Произведено где-то там, не знаю, ну, условно говоря, в Индии, в Египте, там есть большие фармацевтические компании. Кишинев им говорит: ребята, мы вам готовы давать разрешение на ввоз лекарств, но пройдите сертификацию. То есть лекарства, которые попадают на территорию Молдовы, не должен быть бардак, что вы завозите все подряд. Зарегистрируйте, сертифицируйте, и все, и будем проходить тогда эти этапы. Вот это тоже важный момент, что тут нет какого-то чего-то злого умысла, кто-то специально пытается уморить несчастных жителей Приднестровья, лишив их доступа к лекарству. Берите лекарства, берите сертифицированные европейские и другие лекарства, и даже российские, но которые сертифицированы у нас в Кишиневе. И еще один очень важный момент, который я хочу кратко коснуться. Дело в том, что там обсуждалась ситуация с политическими пленными, которые находятся в Тирасполе. Вот, в частности, там есть Плешков, который за пост в социальных сетях, он сейчас находится там в тюрьме. И это не первый случай. Таких случаев очень много. И я считаю, что тут Кишинев не дорабатывает, потому что мы должны проявлять более активную позицию. Это граждане Молдовы, которые попадают в тюрьму ни за что. Вот как, ну, знаешь, как в России людей сажают за то, что написал «не люблю Путина». Вот этот человек пишет что-то против тираспольских властей, пишет, что, например, они контрабандисты. И человека за это сажают на реальный срок в тюрьму. Это, на самом деле, очень драматично, и я считаю, что здесь надо и гражданскому обществу, и нам, как СМИ, поднимать этот вопрос, и властям надо постоянно, потому что история вот этих вот политических арестов в Тирасполе, она имеет уже десятилетия. И это, на мой взгляд, очень тревожно. Я думаю, что наши на переговорах должны более жестко настаивать на том, чтобы этих людей отпускали, потому что, ну, окей, вот делайте как в Советском Союзе. Вам человек неудобен, выгоняйте его. Пусть он переезжает в Кишинев. Надеюсь, что нас услышат. Дай бог, дай бог. Андрей, давай вернемся к газовому вопросу. Эта тема у нас кочует из сканера в сканер, и понятно почему. Самая актуальная тема, что безусловно. Министр инфраструктуры упомянул, что глава Молдовагаз был в Москве. Подробностей пока у нас никаких нет на эту тему. Но это говорит о том, что договариваться нам как-то все-таки придется когда-нибудь по газу. Такого же мнения придерживается и экономист, социолог из Вашингтона, иноземцев, Владислав, с которым я поговорила заранее, ну, потому что у нас существенная разница во времени. Полное интервью мы покажем в понедельник в выпуске новостей на Молдова-1, который выходит в 12, то есть в полдень. Сразу такой сделаю еще небольшой анонс относительно этого интервью. Мы говорили не только о газовом вопросе, мы обсудили и потолок цен на нефть, который после долгого согласования все-таки был принят. Обсуждали мы, конечно, напряженность, которая возникла в отношениях Европы и Америки, которая грозит, вот, как говорят некоторые эксперты, даже развязыванием торговой войны. Вот. Но сейчас я предлагаю посмотреть небольшой отрывок, который касается непосредственно Молдовы и газа. Это интересно, давай посмотрим. Молдова в значительной мере ощутила на себе экономические последствия войны в Украине. Вот что можно было предпринять маленьким странам, которые не входят в Европейский Союз, для того, чтобы хоть каким-то образом обезопасить себя или смягчить, может быть, последствия? Я думаю, что здесь вариантов было очень мало. Что если говорить в целом, допустим, о Центральной Европе, то уже, ну, как минимум 10 лет назад, я слышал много рекомендаций, и на разных конференциях и форумах это тоже обсуждалось, что было необходимо, очевидно необходимо, создать систему газопроводов север-юг между Балтийским побережьем Польши или частью Прибалтики и, допустим, Словенией. Адриатическим побережьем. Потому что все страны типа Чехии, Словакии, Венгрии, они запитываются российским газом на 100%, и альтернативы этим поставкам не существует вообще. Ее не существует до сих пор.
Поэтому, собственно, проблема заключается в том, что европейцам необходимо было делать систему резервных газовых поставок, что не было сделано. Поэтому, опять-таки, война в Украине, конечно, была определенной неожиданностью, естественно, но понятно, что путинский режим, он на протяжении многих лет становился все более и более непредсказуемым, и, собственно, какие-то ответные меры против этого должны были предприниматься. Тем более, что в Молдове ситуация она осложняется наличием Приднестровья и поставками туда, и очень большими разногласиями по системе оплаты, и постоянно висящим каким-то астрономическим долгом, который никогда не будет выплачен, потому что не Республика Молдова использует этот газ, а непризнанное Приднестровье. Поэтому я думаю, что, конечно, вот в рамках этого года уже сделать, наверное, было ничего невозможно. Но тот факт, что работа последователей в предыдущие годы не велась, но это факт. Угу. Ну, у нас газовый вопрос активно педалирует, в том числе и оппозиция, использует его, да. Оппозиция считает, что властям следует договариваться с Москвой по газу. Вообще есть в этом смысл? Ну, слушайте, в нынешней ситуации договариваться, наверное, в конечном счете придется, потому что особой альтернативы не существует. Но в любом случае нужно понимать, что эти договоренности, они, безусловно, будут продиктованы Москвой. Они никогда не будут равноправными и выгодными для маленьких стран, которые на них пойдут. И в любом случае любая договоренность, она все равно не, скажем так, не исключает или не предполагает отсутствие мер по освобождению от этой российской энергетической зависимости. Мы помним прекрасную ситуацию в Украине, когда, начиная с оранжевой революции 2004 года, разные украинские правительства, от Тимошенко до Януковича, пытались договариваться с Москвой о тех или иных ценах на газ, которые сейчас надо кажутся смешными, тогда они казались высокими, и всякий раз после этого либо возникали какие-то дополнительные кабальные условия, либо в конечном счете эти сделки проваливались. То же самое мы видели в Европе, когда европейцы многие годы говорили о том, что надо каким-то образом договариваться с Кремлем и находить более, скажем так, гибкие варианты сотрудничества, но в результате чего мы опять видим, что они к чему не пришли. Поэтому я думаю, что, конечно, вот последние годы показали, что Россия по газу особенно, где существует полная государственная монополия, никак не может быть ответственным поставщиком, и зависеть от нее невозможно. Знаешь, я хочу буквально два слова сказать по этому поводу. Вот он говорит о том, что для некоторых стран Восточной Европы нет альтернативы российскому газу. Но я хочу обратить внимание, что на этой неделе впервые в истории был прокачан некоторый объем азербайджанского газа к нам в Молдову. То есть это через юг, через Болгарию, через вот эту вот новую европейскую систему, которая сейчас, к которой мы подключены. Поэтому на самом деле не так для нас сейчас страшно. Он говорит о том, что нужно было этим заниматься раньше. Согласен, абсолютно, да. Но ты помнишь, какое было противодействие некоторых наших политиков пророссийских, что не надо нам никакой чужой газ, российский самый пахучий, самый лучший? Нет, пришло время, когда надо думать о безопасности, и оно наступило. Тут ставим точку. Да. Ну что, перейдем к теме, которой, наверное, уделим больше внимания. И понятно, почему на этой неделе был представлен один из самых авторитетных социологических опросов, исследований, да, барометр общественного мнения, который проводит Институт публичных политик с 2001 года. Извини, я тебя перебью, я так скептично покачал головой. Я в принципе, опросы, которые проводятся в Молдове, у меня ко всем ним есть вопросы на основании того, как они дают результаты перед выборами. Ко всем. Но да, согласен, что БОМ один из более-менее приличных, потому что есть, которые совсем мы, уже... привыкли опираться больше, конечно же, на БОМ и реагируем на него соответственно. Вот помимо традиционных тем, политические предпочтения, экономическая, социальная ситуация в стране. На этот раз респондентам задали вопрос об отношении к войне в Украине. И с цифрами ознакомилась наша коллега Наталья Сабаш. Давай посмотрим. Давай. Начнем с традиционного вопроса об электоральных предпочтениях. Если бы выборы в парламент прошли прямо сейчас, избирательный порог преодолели бы три партии. ПАС получает почти 25%, партия социалистов почти 17% и партия ШОР 10%. Это среди определившихся респондентов, их 60%.
В случае президентских выборов понадобился бы второй тур, и прошли бы в него нынешние и бывшие президенты. Майю Санду готовы поддержать 27%, Игоря Додона – 15%. Дальше с отставанием Илон Шор, Илон Чибан и другие политики. Еще один традиционный вопрос. Кому из политиков вы больше всего доверяете? Лидеры те же. Майя Санду с 20%, Игорь Додон с 10%. На третьем месте Илон Шор. Здесь примечательно, что 40% опрошенных не доверяют никому. И новый для этого исследования вопрос: что, по-вашему, происходит в Украине? 38% ответили, что это военная агрессия, которую Россию никто не провоцировал. А вот на сторону Москвы встали 32% опрошенных. 17% считают, что Россия освобождает Донбасс, а 15% назвали происходящие операцией по освобождению Украины от нацизма. При этом 26% респондентов не смогли или не захотели ответить на этот вопрос. Авторы исследования отмечают, что это очень большое число. Опрос проводился с 29 октября по 10 ноября. Участие в нем приняли 1132 человека из 85 населенных пунктов. Погрешность плюс-минус 3%. Ну вот, как тебе результаты по отношению к войне? Ожидаемо? Ты знаешь, и да, и нет. На самом деле вот такие вопросы, они у нас, они не дают какую-то новую раскладку, потому что они нас возвращают к тому расколу старому в нашем обществе, который идет уже десятилетиями, что у нас какая-то часть тяготеет к России при любых раскладах, что бы там ни происходило, какие там хорошие и плохие вещи, это для них туда, это их что-то близкое, родное. Другая часть тяготеет к Западу, и, соответственно, сейчас Запад с Украиной, они поддерживают. То есть, ну, примерно, вот на самом деле, цифры примерно коррелируются со всем тем, что было последние там 10-15 лет. Да, может быть, сейчас больше стало людей скептически относиться к России из тех, кто был где-то в середине, которые как бы не были четко пророссийские, четко проевропейские. Они сейчас больше, может быть, отошли от поддержки России. Но, тем не менее, вот, к сожалению, у нас до сих пор есть много людей, которые одобряют эту войну, которые... Есть. То есть это просто для меня это прямо рано. Был еще один вопрос. Кто прав в этом военном конфликте? Вот 36% ответили Украина, 22% ответили Россия, и вот тут 23% считают, что никто. Ну вот видишь, и получается и 22, которые говорят, что Россия, и 20, то есть получается, что у нас более 40% людей, у них нету правильной позиции. Что, ну, как бы нормально человек, если кто-то на кого-то нападает, то агрессору нельзя сочувствовать, говорить, что он прав. И вот как ты думаешь, это что? Это последствия работы пропаганды? Да, это абсолютно 100% это работа пропаганды. Притом даже в последние годы это не столько российской пропаганды, сколько нашей местной пропаганды. Потому что у нас большая часть медиапространства все последние годы работала как раз вот именно в каком-то из камер как раз коснулись этого вопроса, я помню. Да, холдинги Додона, холдинги Шора, холдинги там еще какие-то, которые сейчас потеряли свой статус, но тем не менее они работают сейчас в сторону России, прямо или косвенно, но вот мы видим результат. Угу. Так, рейтинг доверия. 40% респондентов не доверяет никому. О чем это говорит? Это объяснимо вполне, потому что власти не доверяют традиционно в Молдове. Власть у нас всегда во всем виновата. И то есть, что есть большой процент, который недовольны властью, это в принципе даже окей. В этом ничего такого страшного нет. Ну и критиковать власть тоже это нормально. Да, это абсолютно, это даже хорошо. А по поводу недоверия остальным политикам, потому что у нас практически все, вот кто даже попали в этот рейтинг доверия, вот которые там на первых местах, Додон, Шор там и другие, просто меня поражает, как вот у них еще остается какой-то рейтинг доверия. Люди прошли через такие скандалы коррупционные, расследования журналистские, столько про них вывалено... Ну, может быть, это просто отсутствие какого-то критического мышления? Или я думаю, знаешь, здесь опять-таки мы возвращаемся к тому, что у нас до последнего времени... Вот, например, высокий рейтинг Додона, относительно высокий рейтинг. Откуда он берется вот за последний месяц? Человек вообще ничего не делал, он сидел на домашнем аресте. То есть вот как может у человека расти рейтинг, которого его нет вообще? Он сидит дома закрытый. То есть это вот как раз объясняется тем, что вот эти его холдинги, которые в последние буквально месяц перешли под контроль Шора, и вот на следующем опросе мы, наверное, увидим, что уже Шор более популярный. Потому что медиа, вот эти вот, они лепят разум людей
когда не дают возможность человеку посмотреть на проблему с разных сторон, когда они просто вот одних мочат, других хвалят, то в итоге мы видим то, что видим. Вот оно откуда берется. Ну, получается, что, наверное, нужно и властям как-то обращать внимание на, в том числе на такого рода опросы, и что-то предпринимать. Это безусловно, да, и они должны делать выводы, потому что, знаешь, может быть, у них тоже есть такое, что им, вот они в своем как бы круге варятся, и им кажется, что вот мы же стараемся, мы же что-то делаем, почему? Нет, так подождите, вы поймите, в чем проблема, почему у людей к вам есть претензии, почему у людей к вам есть вопросы. И вот прямо по этим пунктам и идите. Где-то это может быть действительно надуманное что-то, то, что пришло вот через эти пропагандистские всякие вбросы, но где-то это может быть и объективная критика, то есть по каким-то пунктам. То есть, ну тогда, значит, надо вот по этим направлениям и усиливать свою работу. Это как раз разумная власть должна использовать такие моменты, чтобы улучшать себя. Андрей, был вопрос про нейтралитет. Защитит ли этот статус страну в случае внешней военной агрессии? Тут цифры примерно поровну. 45% да, 41% нет, 14% не знают. Вот ты как считаешь? Знаешь, здесь есть один момент. У нас даже, кстати, чуть-чуть увеличилось количество противников вступления НАТО именно за последний год. С чем это объясняется? Это объясняется очень жесткой пропагандой, именно направленной на эту тему. Потому что, если ты обратил внимание, с начала войны активисты партии социалистов, даже некоторые депутаты, активисты ШОРа и другие некоторые лидеры общественного мнения, которые тяготеют туда, к Москве, они к этой теме возвращались чуть ли не ежедневно, что НАТО – это война, НАТО – это угроза, НАТО… Но на самом деле это дешевая манипуляция, потому что назови мне хотя бы одну страну, которая вошла в НАТО и у которой сегодня есть проблемы военного плана. Я таких стран не знаю. Но я тебе могу назвать Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения – страны, у которых есть военные конфликты на территории, потому что они нейтральные, потому что просто за них некому заступиться. Но это же получается такой архаизм. Получается, нейтральный статус. По сути, нет, в нашей ситуации он просто не работает, потому что какой нейтральный статус у Молдовы, если на нашей территории находятся иностранные войска? Это что? Где такое в мире может быть нейтралитет с чужой военной базой на нашей территории с 10% оккупированных территорий? Поэтому это просто нонсенс. И я, окей, это мое личное мнение, я его никого не навязываю. Я вообще сторонник НАТО, я сторонник того, что надо менять Конституцию. Но, повторяю, я не хочу, чтобы кто-то воспринял, что он это говорит, чтобы мы так подумали. Я считаю, что каждый должен изучать этот вопрос, чтобы прийти к своим выводам. Простите, я перебью. Я просто бы хотела обсудить еще одну такую пугалку-страшилку, да, за объединение с Румынией. По данным этого опроса, 35% выступают за, 47% против. В принципе, так же было и в прошлом опросе, но за последние 6 лет кто за, вот тех людей, кто выступает за объединение с Румынией, стало почти в 2 раза больше. Что ты скажешь на это? Я помню, когда начинали вообще с 10% сторонников объединения с Румынией, где-то вот было это начало нулевых годов, процент постоянно растет. И знаешь, здесь есть интересный очень феномен, который должны еще изучать социологи. Если когда это начиналась тема УНИРи, то это было больше такой, знаешь, вот романтический патриотизм, румынская кровь, братья румыны. Сейчас появилась новая тема – прагматичный унионизм. То есть я знаю людей, которые вообще не имеют никакого отношения к румынской крови, которые других этносов, украинцы, других, которые они говорят, да, мы хотим объединения с Румынией. Почему? Потому что в Румынии выше пенсии, выше зарплаты, выше возможности заработать деньги, там больше рынок, там есть, в конце концов, море, горы и все такое. И вот этот прагматичный унионизм, за счет него растет этот процент. Чем больше у нас проблем в Молдове, тем больше идет отклик у людей, а что делать? Потому что нам, опять-таки, те же пророссийские политики нам все годы внушают, что мы не состоявшееся государство, что мы какие-то недоделанные. И они этим самым толкают нас в понимание, окей, раз мы не состоялись, что делать, значит, тогда нам идти туда. И я всегда говорю, что я не являюсь активным сторонником объединения с Румынией, но вот я не могу, у меня нет аргументов сказать человеку, который за УНИРу, что ты не прав. Потому что, что я ему скажу, если вот у нас такая ситуация, а там все лучше, и как бы они готовы нас принимать как братьев. У меня аргументов нет, поэтому я тут воздерживаюсь. Понимаю. Ну что, я бы, конечно, еще много чего обсудила, но времени не хватает. Тут тоже точка. И
И последняя тема на сегодня – железная дорога Молдовы. Вот грант в 20 миллионов евро получит Молдова на ремонт нашей железной дороги. Сообщили об этом в делегации ЕС в Кишиневе. Деньги пойдут на подключение железной дороги к трансевропейской транспортной сети. И вот это грант стратегический. Это стратегическая инвестиция, которая также повысит глобальную продовольственную безопасность. Ну вот, а как обстоят дела на железной дороге сейчас? Какие перспективы есть у предприятия для развития? Репортаж об этом снял наш корреспондент Петр Гарчев. Давай посмотрим, потом обсудим. Давай. Для города Бессарабка железная дорога с советских времен была градообразующим предприятием. И сейчас это главный работодатель в районе. Кризис на предприятии, когда сотрудникам подолгу задерживали зарплату, сильно ударил по местным семьям. Среди них семья Евгения Гнилозуба. Он, как многие в Бессарабке, потомственный работник железной дороги. Я еще маленький был, еще в школе учился. Брал меня с собой на работу, как бы выезжали, он работал дорожным мастером. Мама у меня начинала тоже техником, работала на колодке. Тоже как бы по возможности помогали, готовились к объезду, покраска, побелка. Времена невыплаты зарплаты Евгений вспоминает неохотно. Говорит, было сложно прокормить семью и оплачивать услуги. В последний год дела у местных предприятий, которые относятся к железной дороге, изменились. В том числе за счет увеличения транзитных перевозок. Пошло движение, транзитные перевозки увеличились. По территории Республики Молдова стали проходить грузы с Украины на Джурджулеште, на Реме. Поток был особенно июль, август, сентябрь месяц. Был очень сильный большой поток. Можно сказать, на 3-4 раза увеличены были перевозки по сравнению с предыдущими годами. Перемены на предприятии почувствовали и местные власти. Так, поступления налога с предпринимательской деятельности в этом году уже превысили запланированные в бюджете на 800 тысяч леев. Впрочем, есть над чем работать. Ветка Бессарабка-Березино все еще простаивает. Недавно отремонтированный участок железной дороги Бессарабка-Березино имеет важное значение как для Молдовы, так и для Украины. Благодаря этому участку дороги можно будет экспортировать и импортировать товары из порта Измаил. Несмотря на то, что официальное открытие состоялось 2,5 месяца назад, до сих пор движение по этому участку так и не началось. По словам генерального директора железной дороги Олега Тафилата, предприятие свою часть работы выполнило. Чтобы по участку пошли поезда, нужно открыть совместный с Украиной контрольно-пропускной пункт. Для этого нужны изменения в межгосударственном договоре между Молдовой и Украиной, а изменения в межгосударственных договорах имеют свои четкие правила, которые требуют времени. Но, насколько я знаю, уже на этой неделе есть подвижки. На будущий год руководство предприятия наметило несколько ключевых проектов. Это проекты с Европейской комиссией и европейскими банками по быстрому восстановлению коридора Кайнар-Кишинев, Унгень, Белц, Окница. То есть весь транзитный коридор с Украины, с севера на юг Молдовы мы собираемся восстановить в наиболее возможные кратчайшие сроки. Если мы потянем, то можно сказать, что мы обеспечим и транзит грузов, но и безбедное существование железной дороги на ближайшие 10 лет. Одна из самых слабых сторон предприятия – состояние пассажирских и товарных вагонов. Большинство даже непригодно к ремонту, их нужно менять. Первым шагом к решению этой задачи должна стать закупка 1000 зерновых вагонов у Польши, по которой уже начаты переговоры. Слушай, я бы хотел, знаешь, что вот по этому поводу сказать. Часто, когда говорю с людьми, особенно чуть постаршего возраста, вот про перспективы железной дороги, очень часто у людей какое-то вот такое, вот как они когда про Советский Союз говорят, что вот было хорошо. И вот вспоминают, вот мы в поезде, когда, я тоже помню, в детстве ехали в поезде, курочку ели, и так приятно спать, когда вагон качается. Ну да, это окей, это такие романтичные воспоминания, но на самом деле надо понимать, что железная дорога – это практическая инфраструктура. Вот именно так ее надо воспринимать. То есть не надо восстанавливать ради восстановления, ради того, чтобы
куда-то ехать с курочкой и потом рассказывать своим детям, как это было классно. То есть что может дать железная дорога? Это соединить север и юг Молдовы для перевозки больших грузов. Это в первую очередь даже не внутри Молдовы, а выход на европейский рынок, потому что у нас... Ну, вот поэтому и инвестиция. Знаешь, да, я буквально вчера об этом подумал. У нас маршрутки ездят сотнями ежедневно. Они въезжают, выезжают. Это, в принципе, это мог делать один поезд в неделю, который уходит куда-то в Европу, и там уже рассылаются эти грузы. Поэтому на самом деле, то есть перспективы для железной дороги есть, но просто надо просчитать точно. Мы раньше опирались на то, что так, должен быть поезд Кишинев-Москва, это очень важно. Сейчас он последние годы ездил полупустой, потому что уже нет такого спроса на такие поездки. Ну, ты помнишь, сколько скандалов было связано с железной дорогой? Да. Так, а почему? Потому что на самом-то деле вот это как раз и есть признак того, что там есть интерес. Там есть куда развиваться. И деньги потому есть что тоже, где нету денег, где нет интереса, там не бывает скандалов, потому что там всем все равно. Но когда есть потенциал, там есть коррупция. Давайте, знаешь, вот раз мы уже заговорили о скандалах, я напомню зрителям, что на этой неделе бывшему директору железной дороги Юрию Топало продлили предварительный арест. А недавно он был экстрадирован из Бельгии, когда его в Европе там задержали, и он был в розыске, и вот он уже оказался в Молдове. И вот причинил ущерб Юрию Топало предприятию, когда он, конечно, его возглавлял, в размере до 250 миллионов леев. Знаешь, когда вот говорят, причинил ущерб на такую-то сумму, это то, что они смогли найти и доказать. Ну, по крайней мере, для следствия. То есть в суде еще надо еще раз доказать это все. То есть что там реально никто не знает и какие суммы. Потому что, конечно, это была кормушка, с которой долгие годы кормились разные политики в том числе. Поэтому там разгребать и разгребать. Но вот и как раз это одна из причин, почему, чем она будет более интегрирована в европейскую систему, тем будет более все прозрачно. И будет тяжелее что-то мутить. Потому что даже все эти вот любители схем, они как раз пользуются тем, что у нас есть где-то какие-то серые зоны, какие-то мутные места, где вот, знаешь, как в мутной воде ловят рыбку. Чем больше прозрачности, тем меньше шансов для коррупционеров что-то с этого иметь. А ты представляешь, вот если бы эти все деньги, и ведь это только один момент, железная дорога, а сколько таких вот предприятий, которые деньги уходили непонятно куда. Если бы оно все шло в бюджет. Это все на зарплаты, на пенсии, на дороги и так далее. То есть как бы мы могли нормально жить? Ну, это уже, знаешь, вопрос такой риторический, конечно. Мы все сейчас можем задаваться такими вопросами, но время упущено. Годы потеряны, мы могли бы жить совсем по-другому. Ну, ты знаешь, меня убедили. Перспективы у предприятия все-таки есть. Ну что, Андрей, отсканировали, кажется, все и даже больше. Сканировать продолжим и увидимся уже. И зима началась. Зима, которую все боялись. Ну вот мы уже в ней. Пока не очень страшно, но посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. Увидимся в воскресенье здесь же. Давай.